Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем работу нашего международного методического семинара. Павел Владимирович подключается. Добрый день, Павел Владимирович. Да, добрый день. Да, слышно, видно, хорошо. Коллеги, в чате можете поставить плюсик, если нас с Павлом Валерьевичем видно, слышно. И сегодня еще один кейс на нашем международном семинаре от платформы Учи.ру. Это платформа Учи.ру как элемент цифровой образовательной среды для реализации цифровых форматов урока и дистанционного обучения. И я передаю слово Павелу Владимировичу для дальнейшей работы в этом кейсе. Да, спасибо. Добрый день еще раз, коллеги. Давайте сразу скажу, что если кто-то еще не оставлял заявку на сертификат, то сделайте это. Вы можете нажать либо на картинку, которая слева есть, либо ссылка есть, ее можно скопировать в поисковую строку и уже заполнить заявку на получение сертификата. Вот мы сегодня хотели бы поговорить на тему, наверное, больше дистанционного обучения и сделать этот кейс, эту конференцию довольно практичную. Поэтому мы пригласили педагогов, которые непосредственно справлялись с какими-то сложностями в течение учебного года использования онлайн-ресурсов, в частности, образовательной платформы. Какие-то находили успешные практики, и во время дистанционного обучения каждый учитель, очевидно, столкнулся с тем, что ему надо было использовать онлайн-ресурсы. И мы вот хотели бы сегодня поговорить с вами на такую тему, как же можно было использовать и можно использовать в дальнейшем образовательную платформу Учи.ру. Педагоги из Сыктывкара, из Воркуты поделятся своим практическим опытом, как они это делали и во время учебного года, и во время дистанционной работы, и расскажут вам о тех сложностях, которые у них возникали, и расскажут о том, как они нашли решение и как они сейчас используют. У нас сегодня выступят 3 педагога. Это Фомина Оксана Владимировна, учитель математики из 40-й школы с углубленным изучением отдельных предметов из Воркуты. Также Нина Ивановна Сорвачева, тоже учитель математики из 35-й школы города Сыктывкара. И Шмелева Юлия Николаевна из 1-й школы с углубленным изучением отдельных предметов, тоже из города Сыктывкара. Я немного вам подробнее расскажу о цифрах, которые мы пришли на конец учебного года. На сегодняшний день уже свыше 8 миллионов учеников занимается на платформе. То есть, можно сказать, практически в 2,5 раза количество активных учеников увеличилось по сравнению с предыдущим учебным годом, 2018-2019. Сейчас мы можем уже сообщить радостную новость о том, что наша образовательная платформа стала номер 2 во всем мире по количеству активных учеников, которые заходят на платформу и занимаются, и среднее время продолжительность занятий на платформе составляет порядка 20 минут. То есть можно говорить о том, что активность и нагрузка на платформу за это время, во время дистанционной работы, она тоже увеличилась, и количество пользователей тоже практически, повторюсь, в 2,5 раза тоже увеличилось. Если говорить уже о Республике Коми, то на сегодняшний день занимается свыше 59 тысяч учеников, и здесь такая довольно интересная статистика получается, что количество учеников, которые занимаются в основной школе, оно не такой большой разрыв по сравнению с количеством учеников, которые занимаются в начальной школе. Вот это хорошая динамика, потому что во многих других регионах, с которыми мы работаем, зачастую активность больше только в начальной школе, и меньше, значительно меньше в основной и старшей школе. Вот здесь в Республике Коми такого не наблюдается. Это говорит о том, что учителя математики в основной школе тоже используют нашу платформу. Это способствует в том числе и проект, который мы запустили в Республике Коми по цифровой школе. Если говорить о нашей платформе, мы запустили в рамках дистанционного обучения несколько сервисов, которые помогают учителям организовывать это дистанционное обучение. Учителя подробнее потом расскажут об этих сервисах, я только их обозначу, что у нас появилось новое на платформе. Это непосредственно те онлайн-уроки, которые начали проводить наши преподаватели, на которые могли подключаться ребята и заниматься с ними. Они проводились как для начальной школы, так и для 5-8 классов, и при этом мы довольно широкую линейку предметов охватывали. Это и математика, это и подготовка к ОГЭ, и биология, и история, и английский язык.
Второй сервис, который у нас появился, это возможность проводить уроки в виртуальном классе. То есть это так называемые онлайн-уроки, куда могли подгружаться, присоединяться ученики, они видели учителя и, соответственно, они могли выстраивать работу. Третий сервис – это непосредственно домашние задания. То есть раньше мы этот сервис предоставляли не всем, он был доступен не для всех учителей, потому что находился в таком больше тестовом режиме. Теперь он доступен во время дистанционного обучения для всех учителей. И каждый учитель мог составлять непосредственно домашние задания из карточек, которые есть на платформе. И четвертое, что у нас запустилось, это проверочные работы, когда учитель мог давать какое-то тестирование для своих учеников, и уже в автоматическом режиме они проверялись. Вот здесь вы можете справа посмотреть статистику по количеству уроков. Только представьте, что в Республике Коми с 1 марта было проведено свыше 10 тысяч онлайн-уроков, которые провели учителя. И, соответственно, можете посмотреть, какое количество домашних заданий и проверочных работ они дали. За весь учебный год, за 2019-2020 учебный год мы провели порядка 24 мероприятий в Республике Коми. Это как семинары и мастер-классы, которые мы проводили как в очном формате, как и в онлайн-формате. И обучили порядка 460 учителей. И при этом мы провели одно новое мероприятие, которое еще до этого не проводили. Это открытие Олимпиады, которое прошло в формате такого квеста игры для ребят. То есть порядка 15 школ, представителей по одному классу были на этом квесте, и мы организовали ребят вот такую игру. Было очень масштабно, и смотря по отзывам, читая отзывы ребят, что ему очень это понравилось. Будем продолжать в следующем году работать тоже в таком формате. Теперь я хочу передать слово Оксане Владимировне Фоминой. Она немного подробнее расскажет о том, как она использовала платформу в этом учебном году и в рамках дистанционной работы. Если у вас будут появляться вопросы, то вы их обязательно пишите в чате. Я сейчас предоставлю слово Оксане Владимировне. Угу. Так, меня слышно? Да, Оксана Владимировна, вас слышно, но не видно. Вы без камеры, да, подключились? Нет, я с камерой. С камерой. А давайте я попробую еще раз у вас переподключить. Давайте. Вы нажмите кнопочку «Подключиться с камерой» и с аудио. Да. Ага, сейчас еще раз подключу. Так, меня видно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я представляю 40-ю школу города Воркуты и хочу с вами поделиться опытом своей работы на платформе Учи.ру и организации дистанционного обучения в нашей школе. На платформе Учи.ру я работаю уже 2 года. Необходимость в ресурсе возникла у меня с появлением в моей жизни 5 класса. Для разнообразия деятельности учащихся я стала подыскивать интернет-ресурс, который бы не только был бы функционально полезен, но и в том числе и интересен детям. Образовательная платформа Учи.ру сразу привлекла мое внимание. Яркие, красочные, оформленные задания, использование мультяшных героев, обратная связь с ребенком. И на тот момент аналогов ресурсу абсолютно не было. В этом году у меня появились еще младшие классы, и я сразу зарегистрировала их на платформе. Вы видите перед собой 2 пятых у меня и 2 шестых класса. И вышла на родительские собрания с целью ознакомить родителей с данным ресурсом и с предложением пройти регистрацию на Учи.ру для отслеживания успехов своих детей. Конечно же, наверное, в вашей практике не все родители приняли необходимость применения цифровых ресурсов для обучения, но наша жизнь показывает своевременность данного шага. На данный момент у этих деток, которые вы видите, зарегистрировано 60% родителей. Классы у меня зарегистрированы полностью. Еще есть 9 классы, 10 классы. С ними мы используем ресурс для подготовки к экзаменам.
Наши детки с удовольствием принимают участие в марафонах, олимпиадах, проводимых в ЧРУ. И сейчас перед вами статистика. Результаты зимней олимпиады по математике этого года учебного. Как вы видите, из 97 деток 5-6 классов в олимпиаде приняло участие 74 ребенка. Но я думаю, что это неплохой результат. У меня не вместились все благодарности и грамоты на скрин. И очень замечательно, что платформа вручает деткам наградные материалы, которые мы потом распечатываем и деткам вручаем на линейках итоговых школьных, или данные грамоты заносятся в электронное портфолио детей. Мы с коллегой посчитали, что за этот учебный год все наши детки, которые участвуют в платформе, в занятиях на платформе, они завоевали более 500 грамот, дипломов и сертификатов. Ну, также очень хорошо, что учитель тоже получает наградные документы за участие деток в различных конкурсах. Эти наградные документы можно приобщать потом к своей папочке, к своему портфолио и использовать для аттестации. А школа получает благодарственные письма. Вот благодарственные письма, которые получила наша школа. Это далеко, конечно, не все письма, но те, которые поместились на страничку. С 2018 года наша школа участвует в проекте «Цифровая математика», которая проводится платформой учи.ру. Я в этом проекте участвую первый год, вот этот, с 6 классом. Уроки на учи.ру в классах, которые включены в проект, проводятся еженедельно по графику. Остальные классы также с удовольствием занимаются на платформе. Вот перед вами детки 5 класса занимаются на платформе учи.ру. Поскольку класс оснащен 15 ноутбуками, то форма проведения цифрового урока в основном следующая. Половина класса работают с ноутбуками на платформе и осваивают карточки по определенной теме. Детки, которые уже прошли карточки по данной теме, осваивают новую тему самостоятельно. В это же время со второй половиной класса проводится самостоятельная работа, либо разбор олимпиадных задач, которые тоже проводятся платформой учи.ру, на интерактивной доске. Через 15-20 минут проводится гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, разминка, и дети меняются местами. В конце урока статистика выводится на интерактивную доску, и работа ребят на уроке оценивается. Детки с большим удовольствием выполняют карточки учи.ру как индивидуально, так и коллективно. Вот вы видите перед собой фрагмент урока. Еще с одной формой применения карточек учи.ру – это устная работа учащихся на уроке. Задания проекта учи.ру органично вписываются в уроки и открытие новых знаний, и закрепление знаний, и обобщение, систематизация знаний. Перед вами фрагмент технологической карты урока математики в 5 классе с применением карточек платформы учи.ру. Данный тип урока «Открытие новых знаний», тема «Проценты», и после объяснения нового материала происходит первичное закрепление знаний с помощью прорешивания карточек по данной теме. Ребята работают в парах, один ребенок работает у интерактивной доски для того, чтобы время выполнения карточек было у всех примерно одинаковое. Продолжение урока. Кроме того, задания на платформе и карточке учи.ру мы используем для работы в актированные дни. В Воркуте достаточно большое количество актированных дней, особенно в 5 классах. И платформа учи.ру является просто-таки для нас спасательным кругом. В определенное время мы договариваемся с детками, что я включаю урок, и у них есть час для выполнения карточек. Ну и периодически на данном ресурсе мы задаем домашние задания. Вот перед вами, наверное, один из показателей нашей работы. Это статистика за решенные карточки на платформе учи.ру. Вы видите, что у некоторых деток уже есть прогресс в 100% на данный момент. Что касается дистанционного обучения, то в нашей школе с 2018 года
была утверждена программа развития электронной информационно-образовательной среды. И коллектив нашей школы достаточно быстро сориентировался в новых условиях перехода на дистанционное обучение. Было составлено единое расписание для всей школы. Сейчас вы видите перед собой мое расписание. Такое расписание есть у каждого учителя и у каждого класса. Все уроки были сохранены. Длительность уроков у нас 30 минут. Предусмотрено 3 перерыва, которые рассчитаны на физкультминутки и на обед. В основном учителя используют для проведения онлайн-уроков мессенджеры Zoom, Skype и сервис онлайн-уроки на Учи.ру. День у нас начинается с Zoom утро, где классные руководители проверяют наличие деток, решают организационные вопросы. Кроме онлайн-уроков, вы видите уроки САМ. На уроках САМ ученикам задается задание либо из учебника, либо нужно выполнить задание на образовательной платформе. Домашние задания мы не задаем. Детки выполняют только задания на уроке САМ. Кроме того, вы видите, красненьким выделено, в 5 и 6 классах запланированы уроки на платформе учи.ру. С введением дистанционного обучения на платформе появились достаточно удобные сервисы, которые я вот сейчас в условиях нашего «сидим дома» применяю как раз. Ну, один из таких сервисов – это создать задание из карточек. Удобен этот сервис тем, что задается время выполнения работы. В сервисе собраны карточки по всем темам данного класса. Можно собрать одну работу, включая разные темы. Автоматически происходит проверка работ учащихся. Вот вы видите перед собой заданные мной работы. На данный момент работ больше, потому что вот сегодня уже детки работали на сайте, а с правой стороны статистика по данным работам. Оцениваю я работы следующим образом. Вот вы видите, там 100% есть и зелененькие квадратики. Это значит, что работа решена без ошибок, и за работу ставится оценка 5. Если квадратики голубенькие, значит, ребенок допустил ошибки, и балл снижается. Если ребенок не зашел на сайт, вы видите, там вообще пустые клеточки есть, или фиолетовые клеточки, когда, видно, просмотрена была работа и не решена. В этом случае выясняется с ребенком, что произошло. Возможно, он вылетел с сайта, интернет отключили, свет отключили, причины бывают всякие. Работа перезадается. Вот если вам видно, то здесь в работах где-то есть один просто ученик. Это работа, которая перезадавалась этому ученику. И ребенок ее выполняет, либо, если у него нет доступа к программе, значит, задается альтернативное домашнее задание из учебника, ну, либо составленное учителем. Следующий сервис, который я применяю, это сервис итоговый срез знаний, по-моему, да? Проверка знаний. Да. Ага, спасибо. Проверочная работа. Проверка знаний. С помощью данного сервиса я проводила проверочные работы, и на 5 и 6 классы, все классы у меня писали годовую промежуточную аттестационную работу, тоже вот на данном сервисе. Очень удобный сервис. Можно задать индивидуальную работу отдельному ученику. Система сама проверяет задания. Вот вы видите статистику по классу. То есть есть процент выполнения работы, есть время выполнения работы. Вот там у меня есть ученик, который только забежал, видно, посмотрел и сразу убежал, страшно стало. И, значит, по детальной статистике очень удобно проводить анализ, потом отрабатывать с детками уже материал, который ими не усвоен. Но основная проблема, с которой я столкнулась при работе на данном сайте, на платформе, заключается в том, что у меня идет несоответствие программы с темами учебника. То есть мы работаем по Веленкину, и есть темы, которые есть в 6 классе, они у вас в 5, и наоборот. Вот приходилось перезадавать класс деткам, чтобы они порешали карточки именно по данной теме. Ну, хотелось бы, чтобы каждый раздел был по отдельности, а учитель мог сам уже формировать нужные разделы в своем классе. И, ну, вот у меня еще проблема, что нет уроков в субботу. Очень бы, конечно, удобно было, чтобы уроки проводились в субботу. Почему-то вот такой день очень удобный, но уроков у вас в субботу нет.
Вот мои вам пожелания такие. Ну Да, и спасибо. в завершение своего выступления я хотела бы от коллектива нашей школы поздравить вас, всю команду УЧИРУ, с выходом на вторую позицию по популярности среди образовательных платформ мира. Вы делаете очень нужную, полезную, интересную работу. Спасибо за то, что помогаете нам, помогаете нашим деткам, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами. Спасибо. Да, спасибо, Оксана Владимировна. Я сразу прокомментирую ваши пожелания. Мы, наверное, работаем наперед и можем сразу сказать, что чтобы менять тему, например, и программу детям, сейчас есть как раз домашние задания. То есть вы можете деткам задавать из карточек, любые карточки из любого класса выбирать темы. То есть, условно говоря, там сложение дробей, если вы проходите, я знаю, кто-то в 5-м, кто-то в 6-м классе проходит, вы можете взять эти карточки, например, 6-го класса, задать деткам в качестве домашней работы, и они их смогут выполнять. То есть не обязательно, чтобы им переключать, например, программу в классе. Да, ну вот тут такая возможность. комментарий есть, в субботу детки должны отдыхать. Да мы бы рады, возможно. Мы бы тоже хотели в субботу отдыхать, но мы работаем в субботу, поэтому вот хочется как раз деткам разгрузить субботний день, чтобы они получили удовольствие от урока, и они очень любят, конечно, заниматься на платформе. Это прямо им в радость, и все на ура бегут, если скажешь им, что урок сегодня на УЧИРУ. И вот хотелось бы, конечно, в субботу положительные эмоции деткам нашим. А у вас и сейчас уроки в субботу проходят или Да, вы только видели пятидневные? мое расписание, да, в субботу у нас проходят уроки. Вот, кстати, вот если вы еще продолжаете обучение, во время дистанционной работы у нас открыты домашние задания и проверочные работы в неограниченном доступе. То есть, опять же, вы деткам можете задать проверочные работы, домашнее задание, и они могут выполнять его в неограниченном формате. Вот. То есть в субботу, например, вы там поставили домашнее задание, что его надо сделать в субботу, и каких-то карточки им набросали на домашнее задание, и в субботу они заходят и решают. То есть здесь даже не надо никакой кнопки «Начать урок», например, нажимать. Да, То есть такая возможность тоже есть. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Если у вас есть вопросы к Оксане Владимировне, то задавайте. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть из вопросов. Да, вот Алла тоже пишет, Шишковская, что карточки можно в субботу сдавать и решать. Да, вот об этом я и говорю в качестве Возможно, домашней да, у работы. меня просто в субботу старшие классы, поэтому я в субботу, ну, сейчас по этому расписанию, по дистанционному расписанию поменялось все равно в любом случае. Все, хорошо. Спасибо вам вам большое. всем, что меня послушали. Спасибо. До Да, свидания. спасибо большое. Я отвечаю. До свидания. Дальше я хочу передать слово Сорвачевой Нине Ивановне. Это учитель математики из 35-й школы города Сыктывкара. Сейчас я подключу Нину Ивановну. Нина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, как слышно? Я вас слышу хорошо, вижу тоже прекрасно. Коллеги, тоже поставьте плюсик, если слышно Нину Ивановну, и все в порядке со звуком. Да, все отлично. Поэтому, да, можете начинать. Здравствуйте. Возможности онлайн-платформы УЧИРУ. Я работаю в школе номер 35 города Сыктывкара, Республики Коми. Использую данный сервис уже третий год, с 2017 года. УЧИРУ позволяет работать с учащимися всех возрастов от подготовки к школе до 11 класса. Здесь вы видите мои 4 класса: 6А, 7А, 7М и 11Б. Все 4 класса со мной работают вместе на УЧИРУ. Программа каждого класса разбита на разделы. Разделы на темы. В разделе «Лаборатория» предложены олимпиадные задачи. Игровая форма занятия вовлекает учеников в учебный процесс. Данный сервис можно использовать при изучении как нового материала,
уроков обобщения и во внеурочной деятельности. Здесь вы видите одну из карточек, в которой 2 задания, 2 бусинки. На нашем сервисе, как уже говорили наши коллеги, проводятся осенние, зимние, весенние, летние олимпиады, а также различные марафоны. В личном кабинете имеется портфолио учителя и учеников. Все похожее. Учеру предоставляет абсолютно бесплатный доступ ко всем заданиям и статистике для учителей. Кроме этого, каждую неделю учитель получает рассылку от Учеру со статистикой. Здесь вы видите одну из карточек одного из моего ученика. Вот статистику выполненных его заданий с сентября по май. По-моему, 93% у него выполнены на сегодняшний день. Здорово. Вот с этого учебного года мы начали проводить уроки раз в неделю по расписанию на этой образовательной платформе в рамках проекта «Цифровая школа». Вот мои уроки в 7 М-классе проходят по четвергам. Вот полностью все темы мы с ними решаем. Каждая тема – это вот каждый урок. Потихоньку идем с ними. Вот. Данный ресурс позволяет готовиться и к профильной математике. Для тренировки здесь есть задания и варианты, и для обучения видеоуроки. Вот здесь все есть. Чтобы увидеть обратную связь, ученикам необходимо сообщить код учителя. Статистика решенных задач обновляется каждый месяц. Вот это немножко неудобно, не сохраняется. Поэтому надо учителю в конце месяца распечатывать эти данные. Ну и работать дальше. Кто сколько выполнил, какие ошибки допущены учеником. Ну и вот совсем недавно появились новые сервисы для дистанционного обучения, которые я активно использую с 13 апреля этого года. Вот это одна из инструкций для 7 классов использования онлайн-уроков от Учи.ру. То есть им надо нашим деткам все показывать, где, куда пойти, куда нажать, чтобы на нужный урок или нужный вебинар им попасть. Использование кнопки создания заданий из карточек вот для домашней работы. Удобная статистика оценивания, о чем говорила уже коллега. Очень удобно оценивать, 100% 5. Вот здесь на 1 балл уже снижаем, все одинаково. Недоделанные задания 50% уже 3 можем поставить. В общем, очень удобно. Статистика замечательная. То есть у вас своя такая система оценки, да, получается? Да, мы оцениваем. И получается, что мы в разных городах и одинаково оцениваем. То есть как бы... И удобная статистика еще для оценивания выполненной работы экономит время учителя. Вот кнопку «Создать проверочную работу» можно использовать для проведения как домашней работы, так и классной. Можно там онлайн в классе провести. Ну и работ над ошибками. Вот тут для 5 была создана работа только, когда они вот либо пропустили эту работу, не смогли вовремя подключиться. То есть можно конкретно не для каждого класса, а по отдельности задавать им эту работу. Ну и следующая кнопка «Провести урок в виртуальном классе». Вот с 13 апреля, как только мы перешли на дистанционное обучение, все уроки провожу в этом виртуальном классе на нашей платформе Учи.ру. Вот это скриншот одного из этапов урока в 6 А-классе, где дети выбирают и сами пишут ответ маркером. Вот это пишут дети.
Однако не все аккуратно могут писать этим инструментом. Пока еще не научились. Ну, учимся. А вот так выглядят поднятые ручки на консультации вот в 11 Б-классе. По субботам я провожу консультацию для тех, кто сдает профиль. Здесь мы работали над бланками ответов, где у них ошибки. Вот. И вот они поднимают руки, спрашивают, каждый хочет выяснить. Да, вот здесь вот здорово у вас на Да, скриншоте на скриншоте. показано, что ребенок может еще отмечать. Вот у вас загружена, например, презентация, а он может Да, это отмечать может как я, какие-то пометки. Вы делаете... как я могу это отмечать, подчеркивать, так и ребенок, когда мы его вот маркер даем, возможность пользоваться маркером. Но я работаю с маркером. Правда, да, первое время зависала, но сейчас уже получше стало. Были моменты, когда выходили с урока, вот и вылетало все. Было и такое. Так. А вот эта проверка уже по образцу, по учебнику. Даем задание, например, из учебника, и через какое-то время говорим, вот посмотрите, ребята, уже заготовка моя, и они тут же также проверяют. Вот это буквально недавно использовали маркеры при повторении формул, решая задачи при подготовке к ЕГЭ-планиметрию. Повторяли. На каждый урок я загружаю вот такие презентации. Ну, правда, обязательно нужно их перевести в формат PDF. Вот, к сожалению, геометрии на Учиру нет. Очень бы хотелось, чтобы этот предмет появился на платформе. Но я стараюсь как-то свои записи где-то что-то вот использовать. Ну, геометрию все равно тоже провожу на этой платформе. А хотелось бы карточки получить, чтобы дети могли решать. Ну и самое, наверное, главное и очень приятное – это печатать и вручать детям грамоты, дипломы победителей, похвальные грамоты, сертификаты участников. Это вот 10 класс. Ну и совсем недавно вот 11 Б-класс победил в конкурсе «Дружный класс». И получила я такую грамоту вот 28 апреля 2020 года. Была очень приятно удивлена. Вот, спасибо Учиру. Спасибо за внимание. Ну и вопросы ко мне. Да, здорово. Спасибо. Спасибо, Нина Ивановна. Давайте вопросы, если у вас есть. А пока что вы пишете вопросы, я могу показать, как в действительности выглядит виртуальный класс. Потому что Нина Ивановна много об этом говорила, о виртуальном классе. У меня есть видео, которое у нас размещено на нашем сайте по дистанционному обучению. Я сейчас его вкратце покажу пару минут. Сейчас я начну транслировать свой рабочий экран, место презентации, и вы сможете посмотреть. Вот, сейчас я запущу его. Вот видите, вот так вот проводится урок, что здесь видно иконка, где видно учителя, видно ученика, который отвечает, соответственно, вот на рабочий стол. Сейчас я закрою, чтобы он был видно. Вот на рабочий стол непосредственно у учителя, где все действия происходят. И вот, соответственно, средства, которые может учитель использовать. Он может поставить себе просто как презентацию, он может также транслировать рабочий стол, он может показывать ролики из YouTube, например. И, соответственно, здесь у вас видны все дети, которые подключились к этому уроку. Вы можете давать им слово. То есть у вас нет возможности, например, транслировать всех детей, но при этом вы можете включать тому ребенку, давать слово и видео, которому вы хотите дать, чтобы он ответил. Сейчас я немножко покажу вам, как это все выглядит в действительности. Отлично. Вот у нас слово «Юнелька» на экране. Сейчас у вас должны были быть две чаши для голосования. Я видела, что у многих ваши мышки оказались в разделе «Нет», чем «Да». Вот видите, например, учитель сейчас устраивает голосование. Он видит мышки, как передвигаются на экране детей, и он решил устроить такой формат голосования. Выбрать «Да» либо «Нет». И вы, соответственно, можете посмотреть, кто за какой ответ голосует. Либо дети могут, например, писать в чате, потому что здесь вот тоже есть иконочка такого чата. И, соответственно, учитель может разные форматы работы выбирать. То есть, например, вот он рассказывает тему, это урок идет по окружающему миру. В какой-то момент он вводит какую-то презентацию, где
Дети могут что-то отмечать, например, обводить, как говорила Нина Ивановна, что-то подчеркивать со своим маркером. Можно устраивать, сейчас попробую что-нибудь другое вот показать. Вот, например, учитель, сейчас включу на несколько минут. Причину дуэли. Но это не самое главное. Про поэму есть информация. Так, пожалуйста. Да. Так. Он писал сказки точные. Мы эти сказки с вами с самого первого класса знаем, слышим и сможем даже продолжить, даже если мы их никогда не учили наизусть. И вот в таком формате. То есть учитель сам может подбирать какой-то формат работы, который ему наиболее подходящий. Спасибо. Так, есть ли у нас вопросы к вам? Нет, вопросов нет. Спасибо большое вам, Нина Ивановна, за такой замечательный рассказ. Сейчас я вас... И у нас есть еще выступление последнего педагога. Это Шмелевой Юлии Николаевны. Сейчас я тоже ее подключу. И она уже поделится своим опытом. Так, Юлия Николаевна, пробуйте подключаться. Так, Юлия Николаевна отправила вам заявку. Попробуйте подключиться. Так, сейчас я попробую ей написать. Возможно, какие-то сложности возникают. Да, надо включить камеру и микрофон. Юлия Николаевна пишет. Сейчас давайте я вам быстренько... Так, у Юлии Николаевны возникли сложности, но сейчас мы подождем пару минут, она попробует через другой браузер подключиться, и мы сможем ее вывести. Если не получится, то будем подводить итоги. А вы пока что можете задавать вопросы. Вот хороший вопрос у Александры Завгородной. Хотела бы послушать учителя русского языка. Да, мы пока что не приглашаем на такие конференции и не проводим обучение для учителей русского языка. Почему? Потому что пока что мало еще заданий у нас на платформе по русскому. То есть там в некоторых классах уже задания начали появляться, но их не так много. Поэтому пока что, возможно, в следующем году начнем проводить обучение, если добавим задания. Но пока что основной акцент – это у нас начальная школа, математика и английский язык. Так, сейчас попробуем еще раз подключиться.
О, вроде получается. Да. О, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я очень рада, что все получилось, потому что даже начала волноваться. Предыдущие выступающие очень много уже сказали важного. Я бы хотела поделиться своим опытом как учитель начальных классов. Не было сегодня еще выступающих. Итак, я работаю в начальной школе уже 17 лет, а с платформой Учи.ру я знакома уже 2 года. Я очень активно на ней работаю. В прошлом году я работала со своим 4-м выпускным классом и параллельно готовила своих будущих первоклашек к школе. Хочу сразу сказать, что эффект вот этой работы, что касается будущих первоклассников, я видела не только как учитель, но и как родитель, потому что моя младшая дочь тоже пошла в 1 класс, поэтому я видела 2 стороны. И, естественно, мои первоклашки были хорошо подготовлены к школе. Чем нравится мне эта платформа? Во-первых, конечно же, это простота в использовании. Ей просто работать как и учителю, так и даже дошколенку. Поэтому, как говорится, было бы желание, да, и можно работать. Второе, это, что очень важно для начальной школы, задания очень интересные, разнообразные, увлекательные. И я знаю, что их создает команда творческих молодых педагогов. Видно, что они все продуманы. Задания методически грамотно составлены. Я вижу, как идет вот этот принцип реализации от простого к сложному. Все новые темы сначала объясняются ребенку. То есть, что для нас, учителей и родителей, очень важно, ребенок вполне может самостоятельно находиться на платформе и решать эти задания. Значит, ребенок работает с интересом. А мы знаем, что если ребенок работает с интересом, то качество усвоения материала, конечно, значительно выше. Значит, что еще очень важно? Идет работа над ошибками. Если ребенок выполняет все правильно, идет постоянно похвала. Замечательно, великолепно, что для малышей очень важно. А если он не справляется с заданиями, то идет работа над ошибками. То есть ребенку пошагово предлагается выполнить все учебные действия, что является очень важной работой. Да? То есть сама платформа уже подразумевает и коррекционную работу. Ну и иногда дети и психуют, им не нравится, что они не могут перейти к следующей карточке, пока не выполнят это. Это, конечно, большой плюс. Ну и на других уровнях я знаю, что такая же ситуация. Особую значимость платформа Учи.ру приобрела для меня во время дистанционного обучения. Конечно, для детей начальной школы было очень важно не потерять эту связь с учителем. Когда многие родители жалуются, что они не могут объяснить, да, что у них нет достаточно знаний, а вот благодаря виртуальному классу я сохранила связь с моими детками. Мы каждый день с ними занимались на онлайн-уроках. Конечно, многому пришлось научиться. Здесь было большое желание. Я благодарю платформу Учи.ру, что было очень много материала для того, чтобы учиться. Я просмотрела много вебинаров, которые всегда в доступе и в записи на интересующие тебя темы. Очень понятно было объяснение, как работать в виртуальном классе. Ну и все получилось. Сначала, конечно, было очень сложно и детям, и учителю, потому что это был новый формат общения. И родителям, скорее всего, тоже нелегко. И родителям, да. Ну а сейчас для нас это стало естественным. Я удивлена, что даже такие маленькие детки, как первоклашки, смогли перестроиться. Вот. Для нас это очень положительный опыт, и мы очень рады, что у нас все получилось. В виртуальном классе я провожу не только уроки со всем классом, но и провожу индивидуальную коррекционную работу. То есть я смогла
и технику чтения проверить, и увидеть пробелы в знаниях учащихся. И благодаря вот тому, что карточки на Учи.ру распределены по темам, разделам, можно назначать ребенку именно те темы, над которыми ему нужно поработать. Ну, а дифференциация ведь она не только для детей не успевающих, но и для детей с высоким уровнем обучения. Здесь, конечно, здорово, что на платформе Учи.ру есть олимпиады, да, есть задания повышенного уровня сложности, то есть есть возможность проводить дифференциацию и со слабо успевающими, и с одаренными детьми. Сейчас. А вы вот, Юлия Николаевна, такую коррекционную работу проводили в малых группах, да, с детьми? Как-то их объединяли? Ну, иногда даже 1 на 1. Я назначаю время, и у меня ребенок выходит каждый в строго определенное время. То есть я открываю в виртуальном классе целый час, а индивидуально на ребенка уходит по 10-15 минут, допустим. Вот. Для меня онлайн-урок открыл много возможностей, так как дети, например, вот уже говорили, что они могут владеть во время урока разноцветными маркерами, то урок можно сделать очень интересным. Я создаю презентации в PDF, любой дидактический материал можно рассмотреть с разных сторон, да, они и подчеркивают, и выделяют, соединяют. Вот как я уже увидела во фрагменте урока, тоже научилась на Учи.ру, это голосование, да, например, проблемная ситуация в начале урока, и детки мышки свои вводят, под мышками подписано, чья это мышка, и видно, как они проголосовали. Или ручки они поднимают, тоже кто да, кто нет, тоже очень интересно. Учитель может задавать задания, тоже об этом много говорилось, составлять проверочную работу, отслеживать ее выполнение. Вот. Ну, какие минусы для меня лично? Конечно, очень большая зависимость от интернета. Да, к концу года вообще без проблем стала проходить связь, видимо, нагрузка снизилась, вот, и все было замечательно. А вначале, конечно, это выбивало из колеи, мы очень расстраивались, что не получалось. Детям очень хотелось участвовать, вот. Поэтому я разделила класс на 2 подгруппы. Одна у меня выходила утром, а другая днем, и было уже полегче работать. Другой минус для меня и как родителя, и как для педагога, детки очень сильно увлекаются вот этим соревновательным эффектом. С одной стороны, оно влияет в плюс, когда постоянно пишут «догоняй», да, и ребятки решают карточки, чтобы догнать своих одноклассников. С другой стороны, кто-то увлекается именно соревновательным эффектом, и уходит эффект учебной деятельности, да, то есть цель немножко подменяется, и они просто нарешивают для количества. Вот такое еще есть. Вот. Я хочу поблагодарить платформу, что 2-й год она для меня открывает, как для учителя, много возможностей. Мне очень интересно. Я знаю, что я многого еще не освоила, то есть у меня еще есть цели. Этот опыт дистанционного обучения я буду использовать дальше. У нас тоже бывают и актированные дни, и карантины, и бывают дети, которые долго болеют. То есть продолжать работать, накапливать опыт. Спасибо большое, что с моими детишками я смогла сохранить общение, смогла их продолжать обучать. Ну и похвастаюсь, 100% моих первоклашек вместе со мной были все это время. Спасибо большое. Да, здорово. Спасибо большое, Юлия Николаевна. Вроде вопросов к вам нет. Есть вопрос по поводу СУЗов насчет среднеспециальных учебных заведений. Можно ли там заниматься? Можно заниматься, вы регистрируетесь как учитель, добавляете также сюда ваш личный кабинет учеников, раздаете им логин и пароли и также занимаетесь. Но имейте в виду, что там предметы, в основном 10-11 класс, это математика, либо вы можете решать задания для подготовки к ЕГЭ по математике тоже, базовые, либо профильные задания. Хочется больше заданий по естественно-научному циклу
Да, планируем больше заданий добавлять, поэтому я думаю, что в следующем году они могут появиться. Все, хорошо. Спасибо большое, Юлия Николаевна. Тогда я вас тоже отвечаю. Спасибо вам за такой содержательный доклад. Так, коллеги, спасибо вам большое. Я думаю, что можно подводить уже итог нашей такой конференции. Многие коллеги поделились опытом, и это, мне кажется, очень здорово, что в это вот время, последний там апрель-март, мы столкнулись с ситуацией, когда он был вызовом для всех, особенно, наверное, для педагогов, для учеников и для родителей. И здорово, когда мы находим какое-то пространство, место, где мы можем делиться своим опытом, рассказывать о нем. Что-то, возможно, там не получилось, да, и в преподавании, и у платформы, может быть, когда-то зависала, когда это надо было. Вот. Но на ошибках мы учимся, и сейчас начинаем как-то познавать тот опыт, который у нас был за это время, извлекаем из этого опыта опыт, и вот, и идем дальше, все более совершенствуя, добавляя задания, совершенствуя платформу, ну и, соответственно, ваши навыки как педагога тоже совершенствуются. Спасибо вам большое за участие. Если Вячеслав Алексеевич еще здесь, возможно, он меня добавит. Сейчас я посмотрю, здесь ли он. Нет, его здесь нет. Хорошо, тогда можно заканчивать. Спасибо вам большое. Если кто-то не оставил еще заявку на получение сертификата, то сделайте это слева, есть ссылка, и вы можете нажать на картинку, и сертификат мы вам подгрузим в ваш личный кабинет учителя.